скажу, что самое главное, что у нас есть, это память. Память объединяет нас и делает нас с каждым годом еще сильнее. Хочу пока буквально рассказать самым таким интересным моментом, что я уверен, что в других местах нету, но у нас такая особенная область. Теперь еврейская автономная область и еврейская община, это не просто еврейская община, как в других регионах, это такая национальная достопримечательность нашей области. Я бы даже сказал, в какой-то степени политическое место, потому что, как мы замечаем, что все приходят посмотреть еврейскую общину, потому что это такое особое... Я бы сказал, что отсюда начинается область, да? Еврейская область. Центр области начинается здесь. Вот. Но есть такая замечательная штука такая, что у нас здесь есть воскресная школа, где 80% детей, если я не ошибаюсь, не еврейской национальности, но учат еврейскую традицию. Есть детский сад, Минора называется, где дети учат идиш, а там уже тоже 80%, если не больше, тоже дети любой национальности, не еврейской национальности. Есть у нас лицей 23, где учат дети, 1200 детей учат еврейскую традицию. Есть университет имени Шалом Алейхима, тоже там есть элементы еврейской традиции. Но все это, с одной стороны, хорошо, но с другой стороны, зачем обучать еврейскую традицию людей не еврейской национальности? Да, для чего? Но я как-то подумал об этом. Я думаю, что правительство, которые сделали вот таким образом, они даже не думали, что это принесет хороший такой момент для нашей области. Для чего это сделано? Почему один народ не любит другой народ или не уважает другой народ? Потому что один народ не знает традиции, обычаи, историю, культуру другого народа. Поэтому легче отталкиваться, сказать, что они там, мы здесь, мы живем своей жизнью. Но здесь, в еврейской области, хотя нас мало евреев здесь, но дети учат с малых лет, с детского садика до университета, учат о еврейской традиции. Соответственно, здесь, на территории еврейской автономной области, нет антисемитизма. Потому что дети с малых лет растут и знают, что такое евреи, кто такие евреи, какие у них праздники, обычаи и традиции. Поэтому здесь относятся уважительно к еврейскому народу, и тем более, что здесь большое содружество, такое межнациональное, межконфессиональное содружество. Мы отличные друзья с мусульманской общиной, с православной общиной и так далее. То есть здесь живем все здесь вместе, как единая большая семья. И каждый знает традиции другого. И все относятся с уважением друг к другу. Поэтому это важно очень, что наше правительство в области сделали так, что дети с малых лет учат о национальной составляющей этой области. Пойдемте дальше. Пока он идет, я вам скажу, что до последнего времени наш раввин, это на Дальнем Востоке всего 2 раввина. Уже 3 сейчас. Уже 3, то есть, да, уже на Владивостоке еще. Скоро будет еще молодых. Вот, и ему было поручено кураторство еврейской области, Амурской и Якутии. В 2008 году случилось трагическое событие для евреев, и не только, в принципе, для евреев. Было в Индии, в городе Мумбай, было 8 объектов разных, большим скоплением людей, разных национальностей, было захвачено террористами. И один из этих объектов это была еврейская община, где обычно самое большое скопление евреев, туристов вообще в мире. Но в этот момент было 8 человек, 3 из них это было раввин и его семья, жена его и ребенок. И нянька, которая не еврейская национальность, нянечка, индушка, она взяла ребенка и выбежала из этого здания. Она выбежала из этого здания, тем самым спасла его. К сожалению, через 2 дня раввин и жена его и несколько человек, прихожане, которые были в том моменте в синагоге, они были застрелены террористами. Но из-за того, что нянечка спасла ребенка, Израиль позвал их жить в Израиле и дал гражданство в виде исключения, что обычно гражданство дают только по национальному признаку, то тут в виде исключения дали такое гражданство, где они сегодня живут вместе в Израиле. Но вопрос. Память них сделан вот такой монумент, который мы вспоминаем о жертвах. Но при чем здесь Биробиджан, еврейская автономная область и Индия? Далеко. Какая-то должна быть связь. Они ни разу здесь не были, они даже, может быть, не слышали никогда о Биробиджане. Но здесь очень важный момент. Когда у евреев беда,
это беда всего народа. Когда у одного праздник, все друг друга поздравляют, потому что это общий праздник, это национальный праздник. Поэтому, когда случилась трагедия где-то там далеко, это связано не только с ними, а связано со всем еврейским народом. И евреи очень сплоченный народ. Когда случается что-то, все вместе объединяются и помогают друг другу. Вот знаете, меня как-то иногда поражает, что элементарно, когда нужно кому-то, ребенку больному собрать какую-то небольшую сумму по сравнению по всей стране, 1 000 000 рублей для всей страны это ничего, там 1 000 000, 1,5 миллиона рублей, к примеру, то не могут собрать. У нас в Биробиджане недавно не могли собрать 500 000 рублей, не могли собрать на лечение ребенку. А в Израиле, вот не только в Израиле, а у евреев в мире принято так, что если случается что-то, каждый дает по рублю, каждый дает по доллару, тем самым собирается большая сумма, еще на реабилитацию хватит. Поэтому вот у нас очень связано, мы, чтобы вы понимали, мы построили молодежный еврейский центр, вот это единственный ресторан кошерный на Дальнем Востоке, а там молодежный, за ним черное такое здание, молодежный еврейский центр. Стоил он нам несколько сотен тысяч долларов, если перевести. Большинство людей это просто из-за клич, что мы, евреи, строим новое здание еврейской общины. Все сбрасываются. Люди, которые в жизни не видел, просто скидывали деньги. Вот потому что вот так важно, помогать своим. Вот, это у нас очень единый народ, особенно те, кто в диаспоре находится вне Израиля, все очень дружно помогают друг другу. Пойдемте, зайдем внутрь. Там теплее, вас холодом не удивишь.